Первое, конечно же, это ни в коем случае не пропускать свою активность, свое членство. Вот это вот первый совет всем, вообще всем партнерам. Если у вас нету тяги дойти до бриллианта, нету тяги вообще в бизнес, да, но есть желание иметь финансы, да, скажем так, иметь какой-то источник дохода, то обязательно не теряйте свою позицию, не теряйте свое место, ежемесячно оплачивайте $10, либо, если есть возможность, оплатите сразу годовую подписку. Вот это я вам настоятельно рекомендую, потому что наша компания, она пришла надолго, она минимум десятки лет будет работать, да, то есть 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, как наш Коска, да, Коска 40 лет работает, 120 миллионов сейчас там. Основатели Коска ежемесячно зарабатывают $1 миллиард. Ну, представьте себе, да, какие-то огромные деньги. И этих денег хватит не одному поколению, да, этих денег хватит жить припеваючи, да, жить играючи, скажем так. Если вас это не мотивирует, да, быть финансово свободным, иметь денег столько, сколько ты хочешь, да, покупать то, что ты хочешь, жить там, где ты хочешь, кушать то, что ты хочешь, да, пить, что ты хочешь, да, где-то помогать другим, где-то, скажем так, быть полезным, да, если вас это не зажигает, если вы готовы там страдать из-за нехватки денег, кушать некачественную еду, жить в условиях, скажем так, нечеловеческих условиях, да, не можете позволить себе что-то там, путешествие раз в году, хотя бы раз в году, да, если вы не можете этого позволить, и если вас это устраивает, да, то, ну, как сказать, то значит не пришло ваше время, значит, это, ну, в этом виноваты только вы сами. Если вас это все устраивает. Меня лично это не устраивало. Я жил в небольшой деревне. Я всю жизнь, ну, свое детство я пробовал вот это, скажем так, огород, это скотина, да, управлялись от этим, да. У меня вообще не было времени, да, гулять. Вот честно, вот мои сверстники, которые учились со мной в школе, они вечерами ходили на дискотеку, жили, радовались. А у меня после школы огород, скотина, там, да, мы держали хозяйство, у меня вообще не было времени, вообще, я все время был в работе, все время пахал. И в какой-то момент я задумался, я не хочу, чтобы мои дети так жили, как жил я. Я говорю, нет, я все сделаю, чтобы мои дети жили в городе, чтобы у них были комфортные условия, чтобы они вот этим не занимались тем, чем я занимался. Вот это вот это была моя мотивация, да, для детей. Сделать что-то для детей, чтобы у них была жизнь лучше, чем моя жизнь, которой я был, скажем так, в этом рабстве, да, скажем так, небольшом. Потому что мне за это деньги не платили, да, то есть мне давали еду и одежду, ну, скажем так, это самое. Потом, когда я уже начал работать, вот, у меня появились деньги, и я всегда хотел улучшить свои жилищные условия, да, хотел купить машину себе, ну, такие вот хотелки были, да, и я это делал. У меня, скажем так, и квартира была четырехкомнатная, и машина у меня была каждая, все марки, которые есть, ну, кроме Lexus. У меня не было Lexus, но я сейчас хочу Lexus тоже себе приобрести, ну, в ближайшие там 2-3 года у меня будет свой Lexus, да. Единственная марка, которая... Все остальные марки у меня были. Я каждые 2-3 года менял машину. Вот просто я говорил себе, у меня тоже было такое желание, чтобы, ну, и на BMW покататься, и на Mercedes, и на Toyota, и на Ладе, как говорится, да, и на всех машинах я решил проездить, да, пожить, то есть у меня еще была цель увидеть весь мир, да. Ну, на сегодняшний день, например, да, я побывал в нескольких странах, но есть еще страны, где я еще не был, я очень хочу туда поехать. А для этого что надо? Для этого нужны деньги и свободное время. А если ты будешь где-то работать на каком-то предприятии, у тебя от звонка до звонка, да, отпуск у тебя только по решению там твоего начальника, да. Мне, честно, вот это вообще не устраивало. Когда я работал на железной дороге, я хотел, например, в летние периоды брать отпуск. Но в летние периоды это лето, это подготовка к зиме,
нам ни одному простому работнику никогда летом не выпадал отпуск. Просто не давали отпуск. А кто у нас летом отдыхал? Это начальство, это вот директора, они отдыхали летом, а все остальные работали, да. Только зимой нам давали зимой. И вот представляете себе, за 15 лет на железной дороге я только один раз съездил отдохнуть зимой. Это было зимой, в марте месяце. И то меня супруга заставила поехать отдохнуть. Я не хотел отдыхать. Я говорю, мне некогда отдыхать, мне надо работать. До того мы были зомбированы. До того мы были включены в работу. И, возможно, вот эта вот включенность в работу, она и повлияла и на сетевой бизнес, да. То есть я просто всеми мыслями, всем своим телом, всей своей энергией просто включаюсь в бизнес. Но чем отличается обычная работа от сетевого бизнеса, да? Это свободой, это неограниченным количеством дохода, неограниченным количеством результатов, которые можно добиться для себя, для своей семьи. Вот это меня очень сильно вдохновляет. Поэтому здесь каждый должен найти свое для чего. Вот вы должны найти свое для чего. Но я вот рекомендую, у нас есть бизнес-коуч-тренер Сергей Кирко, да, вы можете ему написать или позвонить